Недавно закончили перевод некоего древнетюркского текста, который назвали первотекстом всей евразийской цивилизации. Вообще, а что это за документ, о чем идет речь? Краткая история, значит, этого памятника словесности, она такова. В 1907 году в ходе своей экспедиции по Туркестанскому краю видный британский археолог и историк по фамилии Стейн обнаружил пещеру Тысячи Будд на территории современного Китая, тогда это был Туркестан, в которой оказался, собственно, такой клондайк древних текстов. И среди прочих своих приобретений господин Стейн приобрел у одного буддийского монаха маленькую небольшую книжицу. Книжицу, про которую единственное, что оба про нее понимали, что это какая-то древняя книга, написанная на непонятных письменах. Поэтому это был не китайский, не это был не китайский, не иероглифы, не буквы, это были руны, которые никто тогда прочитать не мог. За небольшую плату эта книжица была приобретена и спокойно себе переехала в Лондон, где попала в руки другого ученого, исследователя, историка и лингвиста по фамилии Томпсон, Вильгельм Томпсон. И он начал проводить исследования вообще жизни и языков тюркских народов и, конечно, узнал, что, оказывается, на территории Якутии все предметы быта и старины, кувшины, амфоры, то есть утварь какая-то, посуда и так далее, исписаны вот этими самыми рунами. Руническим письмом древнетюркским, которое никто не мог прочитать. Она так там и лежит в Лондоне, я вот там был какое-то время назад, проверил, все в порядке, книга в целости и сохранности. И вот этому экземпляру более 1000 лет. При этом в конце экземпляра написано, что книга переписана братом для своего старшего брата, то есть она переписана. Удивительно, насколько древнетюркский не отстает и походит на современные тюркские аналоги, особенно на якутский. Вы не так давно закончили перевод древнетюркского текста, который по аналогии с книгой «Перемен» можно считать первотекстом всей евразийской цивилизации. Не только закончил перевод, но уже вот в свет вышло первое издание этой книги, вот такое вот красивое, могу вам показать, да. Значит, действительно, около года назад судьба привела меня к тому, чтобы открыть для себя текст, манускрипт, написанный древнетюркским руническим письмом, которому около 1000 лет. Я не буду сейчас вдаваться в историю этого вопроса. Я действительно могу сказать, что работа над этим текстом, его исследование и перевод с древнетюркского рунического письма на современный русский язык этого текста, который я закончил, и сейчас вот эта книга издана. Народы России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии имеют колоссальный пласт общего прошлого, уходящего корнями в глубокую древность. У нас была у всех общая письменность руническая, которая начиналась еще в Якутии и простиралась до Фарерских островов, до Исландии, до севера Европы. И вот этот текст, перевод которого я закончил, он действительно, я бы назвал его таким первотекстом евразийской цивилизации, потому что в какой бы край я ни приехал бы с ним и не рассказывал, все находят в нем свое отражение, свою душу и свою семантику. Якуты в нем видят древний священный текст якутского народа. Поэтому это очень серьезное открытие, над которым, которое нам предстоит еще осмыслить, переосмыслить.